Я Азимова Рано Акиловна. Мне 70 лет, скоро будет через год. Сейчас я не работаю, я пенсионерка. Раньше работала в государственных органах. У меня 2 детей, девочка и мальчик. Ну, можно сказать, девушка, это женщина, мужчина, они уже взрослые у меня. Вот. И сейчас я занята еще тем, что я стараюсь помочь своим детям в воспитании моих внуков. И поэтому я чаще всего, наверное, больше всего с ними и занята. Для того, чтобы убедиться, что у меня ничего нет в моем организме, я всегда себя проверяла, в смысле того, что проверяла свои груди, ходила, сдавала анализы, но у меня ничего не было обнаружено. В 2021 году я поехала к своему сыну, и там прошла медобследование. Сама решила пройти медобследование. Поехала к сыну, это в город Эдмонтон, государство Канада. Вот. Я решила, что нужно провериться. У меня взяли все анализы, которые могли бы показать через маркеры наличие онкологии. Но все было хорошо, и все, как врач мне сказал, все анализы хорошие, что у меня отличное здоровье. Но я попросила своего семейного врача дать мне направление сделать маммографию. Я пошла на маммографию, меня обследовали, и в это время у меня обнаружили рак. И рак уже был 3-й степени. Рак молочной железы. Когда я узнала об этом, что у меня рак молочной железы, я, честно говоря, сначала не поверила. Почему я не поверила? Потому что я каждый раз проверялась, анализы у меня были отличные, и вдруг мне это говорят, что у вас еще рак 3-й степени. Честно говоря, в первое время я очень я растерялась. Я растерялась, что как это все, для нас же как, если рак, это уже приговор как будто бы. Для меня первое время казалось, что это приговор. Потом я взяла себя в руки, ждала биопсию, ждала, мне сделали еще КТ всего моего тела, чтобы обследовать, имеются ли у меня метастазы. Я надеялась, что я вылечусь. Вот, это первое, что есть, это я надеялась. У меня появилась надежда в лечении. Вот. Я скажу, что лечение, да, оно немножечко такое сложно, но оно обнадеживающее лечение. Когда ты лечишься, когда ты уже под этим осмотром, вниманием врача, ты уже более спокойна. Я была уже спокойна. Я прошла все эти процедуры. В настоящее время я себя очень хорошо чувствую. У меня, значит, вылечили рак. Мне последний день, когда со мной встретился мой врач-онколог, он сказал, что я вас поздравляю, в вашем организме нет рака. Мой сын, я к чему? Мой сын мне многое что не говорил, когда переводил. Я потом поняла. Он не сказал мне, что у меня уже 3-я стадия, чтобы я не испугалась. Он мне говорил, что у тебя все отлично, у тебя в организме все хорошо. Меня моя семья поддерживала. Поддерживали мои дети, поддерживали мои внуки. Меня все время, они на меня смотрели не на как больную онкологию, а смотрели, что это такая ерунда, что это все пройдет. Вот это меня спасло. Я даже не чувствую того, что у меня это была болезнь. Я забываю об этом, честно говоря. Стараюсь двигаться много, стараюсь заниматься физкультурой, заниматься собой. Вот. А так вот все нормально у меня. Я хочу сказать женщинам, которые болеют этой болезнью, не отчаиваться. Совершенно. Вы всегда должны себе дать указание себе, что это вылечится, что вы, как бы сказать, будете здоровы, если вы будете лечиться. И что все это можно пережить. Не надо отчаиваться и не надо делать выводы, что все это, и что это онкология, что ты уже все, что уже дальше нет будущего. На самом деле, оказывается, это есть будущее. Когда ты лечишься, ты даже, когда ты вылечишься, ты уже будешь думать, а это лечение, оказывается, так
такое пустяковое. Вот это я могу сказать женщинам. Бояться не надо, руки опускать не надо. Надо идти вперед, лечиться и всегда верить, что это приведет к здоровью. Приветствую всех слушателей. Меня зовут Мадина, я молекулярный биолог и генетик. Я бы хотела озвучить роль генетики в развитии рака. В первую очередь стоит помнить, что рак – это генетическое заболевание, которое вызывается изменениями в генах, которые контролируют процесс роста и деления клеток. Итак, генетические изменения, вызывающие рак, могут передаваться по наследству, но в большинстве случаев они появляются из определенных факторов в окружающей среде. Например, наша ДНК может изменяться из-за канцерогенов в окружающей среде, таких как химические вещества в табачном дыме, тяжелые металлы, как кадмий, ультрафиолетовые лучи солнца или вирус папилломы человека. Также ДНК может изменяться и во время деления. Наследственный рак. Что это? Наследственный рак означает, что человек был рожден с мутациями, которые повышают риск развития рака намного выше, чем обычно. Он мог унаследовать эти мутации от матери, либо от отца, либо от обоих родителей. От 5 до 20% всех случаев рака являются наследственными. Это достаточно маленькое количество заболеваний раком. Итак, как же определить, передается ли рак по наследству? У вас должно быть в наличии несколько родственников с одной стороны семьи, по материнской либо отцовской линии, у которых был диагностирован рак и желательно в молодом возрасте. Также наличие родственников с множественными опухолями в одном органе. Как диагностируется наследственный рак? Для этого используется генетическое тестирование. Чем оно может помочь? Оно может помочь выявить носителей рака, может помочь узнать риски развития рака, выявить само заболевание и течение болезни. Передается ли рак по наследству? Сам рак не передается по наследству, и генетические изменения в опухолевых клетках тоже не передаются по наследству. Но мутации, повышающие риск развития рака, могут передаваться, если они были в сперматозоидах или яйцеклетке во время зачатия. Например, если один из ваших родителей передал вам мутировавший ген BRCA1 либо BRCA2, то риск развития рака молочной железы и других видов рака намного выше, чем у других. Итак, какие скрининги я бы порекомендовала для профилактических мер? Скрининг рака кожи. Он проводится врачом-дерматологом при помощи дермоскопа, изучение ваших родинок на наличие меланом. Также я бы женщинам посоветовала каждый год проводить ПАП-тест, либо тест на вирус папилломы человека, который значительно сокращает смертность от случаев рака шейки матки. Проводить маммографию от 45 лет или также самим пальпировать грудь на наличие различных новообразований. Людям свыше 50 лет рекомендуется проводить колоноскопию и сдавать анализ кала на скрытую кровь для также ранней диагностики колоректального рака, а заядлым курильщикам рекомендуется проводить компьютерную томографию легких. А я хочу всем вам пожелать здоровья, не болейте, берегите себя, не забывайте проводить скрининги, не забывайте напоминать своим любимым, близким и родным также проходить скрининги, прислушиваться к своему телу, не игнорировать сигналы, которые оно вам посылает. И если вас что-то смущает, обязательно обращаться к врачу. Рак – это не приговор. Тому есть свидетельства и примеры очень многих людей, которые смогли победить рак. Рак не приговор, если он диагностирован на ранней стадии. Всем здоровья!